Объем древесных отходов на предприятиях лесной промышленности достигает 60% от переработанной древесины. В планах республики к 2021 году в лесных районах региона полностью перейти на биотопливо, отказавшись от угля и мазута. Вместе с экономической выгодой появляется еще один огромный плюс. Экология. Использование биотоплива значительно меньше загрязняет окружающую среду. Мой коллега Алексей Корчма побывал на производстве пеллет и убедился в их безопасности. Компания «Севлеспил» – один из лидеров деревообрабатывающей промышленности Коми. Широкая линейка продукции, непрерывная система контроля качества, обширная база клиентов. Ежегодно на предприятии перерабатывают 400 тысяч кубометров экологически чистой северной древесины. Производственные мощности растут, внедряются инновационные технологии. Одно из новых и крайне перспективных направлений – производство топливных гранул из опилок, а по сути – отходов деревообработки. И предприятие растет, развивается, и приходит понимание, что опилок – это такое же сырье, экологически чистое, и требует своего использования. Поэтому принято решение перерабатывать топливные гранулы и получать тем самым продукт с более высокой добавленной стоимостью. На сегодня, используя существующее оборудование, предприятие производит 1 тонну топливных гранул в час диаметром 6 мм. Это и есть биологически чистое топливо, крайне востребованное в странах Европы. На сегодня эта технология использования, соответственно, очень развита в западных странах. Соответственно, мы экспорт-ориентируем, мы ориентируемся на экспорт. Но придет время, и в России будет востребован данный вид топлива. Среди неоспоримых преимуществ древесных гранул – низкая цена по сравнению с другими видами топлива, возможность использовать гранулы как в котлах жилых домов, так и на крупных ТЭЦ. Небольшая площадь хранения, безопасность переперевозки, полная безвредность для окружающей среды. При сжигании топливных гранул зольность составляет 0,2–0,3. Замкнутый цикл производства позволяет исключить негативное воздействие отходов деревообработки на окружающую среду. Использование отходов в качестве биотоплива является приоритетным направлением ООО «Севлеспил». Сейчас в компании «Севлеспил» идет монтаж новой сушильной камеры для опилок производительностью 3,5 тонны в час. Работы завершат в начале июля, и тогда можно с уверенностью сказать, что производство станет полностью безотходным, на 100% экологически чистым и экономически выгодным. Как развивается биоэнергетика в Коми? Какие шаги предприняты и какой эффект мы получили? Об этом узнаем у гостя нашего эфира, заместителя начальника отдела лесопромышленного комплекса Минпрома Республики Коми Андрея Кривошеина. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер, Екатерина. Все-таки почему тема биоэнергетики стала так актуальна в последнее время? Тут два аспекта. Первый – это экономический. Наверняка вы знаете, что лесная промышленность – это сейчас основной драйвер экономики Республики Коми. Растет лесопиление, деревообработка, и образуется очень много отходов. Чтобы сделать 1 кубометр досок, надо потратить 2 кубометра сырья, и у нас получается 1 кубометр опилок. То есть фактически половина сырья уходит в отходы. И производство не может быть рентабельным, если мы это просто будем выбрасывать. Так что первая причина экономическая. А вторая причина – это экология. Просто такое количество древесных отходов, которое накопилось за последние несколько лет, привело к тому, что нас признали регионом в рамках Баренцева региона, где есть горячая экологическая точка, так называемая КО-7, Коми-7. И в рамках этой работы, в рамках международных проектов по утилизации древесных отходов, Республика Коми занялась вплотную этой проблемой. Биотопливо существует в 3 видах. Щепа, это если на производстве. И сегодня принесли мы в студию еще 2 вида, это брикеты и пеллеты. Может быть, мы даже укажем, что здесь что. И я так понимаю, что у каждого свое какое-то предназначение? Да, вы абсолютно правильно, что бывает еще щепа, но технологическая щепа, она используется в основном на самих предприятиях лесной промышленности, либо на крупных котельных. А местным потому населением, что неудобно перевозить она. А населением, либо небольшими какими-то котельными используются такие брикеты, в виде кирпичиков они бывают, либо в виде таких цилиндров. Фактически это гораздо лучше, чем, допустим, щепа или дрова, потому что они высушены. В обычных дровах, в обычной щепе влажность может достигать 60%. Представляете, сколько там воды и как мало энергии. А в таком высушенном продукте вода – это всего лишь 5, максимум 10%. Это во-первых. И во-вторых, очень высокая плотность. То есть мы знаем, что древесина не тонет, но если вы бросите этот брикет в воду, то он тонет,
потому что он очень тяжелый. И здесь очень много энергии. Такие брикеты очень удобно купить в строительном магазине, по пути домой, на дачу. А их перевозить удобно, хранить Да, удобно. Да, очень удобно. Ну и второй вид – это пеллеты, либо их еще называют топливные гранулы. Их достоинство, в отличие от брикетов, то, что они позволяют автоматизировать процесс сжигания, сделать его таким же удобным, как будто вы используете газовый котел, и получать комфортное теплоснабжение своего дома. За счет вот этой мелкой структуры они поступают в определенный отсек, да, топливного? Да, их засыпают в бункеры специальные, и они подаются уже в компактные котлы. Но ведь дрова, но ведь на самом деле это такое же биотопливо. Зачем переходить на... Зачем выдумывать велосипед? Ну, смотрите, все мы хотим комфорта, да, то есть, да, действительно, если рядышком есть где-то дрова, можно использовать дрова. Но когда вы привозите дрова, вам надо потратить, наверное, полгода, а может даже год, чтобы их высушить, избавиться от лишней влаги, да. Их надо распилить, расколоть. Они занимают раз в 5 места больше, чем те же самые топливные брикеты. Пока, конечно, дрова – это основной вид биотоплива в сельской местности, но я надеюсь, что брикеты постепенно их заместят. Активно об использовании биотоплива в Коми заговорили после визита в регион норвежца Ханса Боршеюниса. Он идейный вдохновитель совместного российско-норвежского проекта «Чистое производство». В республике Коми огромное количество древесных отходов. Их выбрасывают на свалку. Они являются источником большой проблемы, потому что когда эта древесная масса начинает гнить, образуются огромные объемы метана. Не менее волнующая проблема – это вредные выбросы, гарь и сажа, которые выделяют в атмосферу центральные котельные. На данный момент 95% котельных работают на мазуте и угле. Когда вы используете в качестве топлива уголь или мазут, то вы подвергаетесь вредным выбросам. Они образуются от котельных при сжигании. Биотопливо же при сгорании выделяет в 50 раз меньше углекислого газа по сравнению с углем. И я смело говорю, что гранулы и пеллеты являются более дружественным к окружающей среде, чем любые другие виды топлива. Ну вот биотопливо. А что вы делаете для того, чтобы люди, жители республики, узнали как можно больше их количества о такой возможности? Действительно, здесь очень важно популяризировать этот вид биотоплива. Все это выглядит непривычно. Когда мы где-то организуем выставки, это, кстати, одна из форм популяризации, и выставляем вот этот продукт, многие думают, что это кирпич, шамотный кирпич для печей, например, да, и надо объяснить людям, как его использовать, как его правильно сжигать. Далее мы выпускаем вот такие буклетики, которые бесплатно распространяются. Да, бесплатно распространяет наше Министерство промышленности, в которых рассказано, что такое пеллеты, что такое брикеты, как их лучше сжечь. Здесь рассказывается о их преимуществах и о том, где их можно купить. Тут есть наши все основные производители. То есть можно не искать по магазинам, а просто набрать номер телефона, и вам их привезут. То есть вот такая форма. Кроме того, у нас есть сайт «Биоэнергетика в Республике Коми». Я думаю, что ни у одного субъекта Российской Федерации нет такого интересного сайта, потому что... Я попрошу слайд как раз-таки показать. Да, вот так, очень он легко ищется. На этом сайте есть новости о предприятиях, которые открываются, есть необходимые документы для наших предпринимателей. Мы выкладываем фотоотчеты, видео, и сайт пользуется большой популярностью. Он служит такой платформой, чтобы инвесторы, технологи, те люди, которые предлагают какие-то технологии по биоэнергетике, и, собственно, предприниматели находили друг друга. Ну, вот вы заговорили о том, что производители, вот производителей много ли у нас, становится ли их с каждым годом больше? Какие-то районы, может быть, особенно могут похвастаться вот большим количеством? Да, хороший вопрос. За последнее время произошел существенный рост, и сейчас у нас уже около 20 производств пеллет и брикет. И причем самое главное, что эти производства появляются в лесных муниципалитетах, где есть проблемы с трудовой занятостью. Пускай это даже небольшое производство брикетов, где всего лишь 20 рабочих мест, но представляете, как они важны в каком-то маленьком поселке. Вот. Недавно совсем у нас открылось весной производство брикет в Сысольском районе, в моем родном. На этой неделе должно открыться производство брикетов в
поселке Казлук Усть-Илимского района. В Вудерском районе производят брикеты. Очень у нас на хорошем счету Троицко-Печорский район, который первым начал производить пилеты. И кроме того, там появились и брикетные линии. Ну и, конечно, самый лесной район, Усть-Куломский, не мог остаться в стороне. Там есть 2 производства брикетов и пилет. Вот если в республике так активно поднимается интерес к этому вопросу, не исчезнет ли у нас вот эта щепа, которая, отходов не станет ли меньше? Вот их же забирают, это ресурс, наверное, исчерпаем. Да, вот этот вопрос задают предприниматели, которые к нам приходят в министерство, хватит ли нам вот этих опилок, этой щепы, которая сейчас есть. Действительно, пока мы находимся на таком этапе, когда перерабатываем только вот чистые рафинированные отходы в виде опилок, которые уже привезли в город, привезли на предприятие. Но ведь еще остается много других отходов, которые возникают при лесозаготовке. Это вершины, сучья, и это тоже база для развития биоэнергетики. Мы пока к этому вопросу даже еще близко не приближались. Кроме того, если мы будем переходить на интенсивную модель лесопользования, скандинавскую модель, когда проводится при лесопользовании рубки ухода периодически раз в 20, раз в 30 лет, то у нас будет возникать много древесины от этих промежуточных рубок, и это будет тоже база для развития биоэнергетики. Так что я думаю, что в Республике Коми сырья для производства пилет, брикет хватит еще надолго. Подошло время рекламы. Увидимся через минуту. Не переключайтесь. А какая поддержка оказывается предприятиям, которые вот как раз-таки создают биотопливное производство? Ну, в первую очередь мы помогаем в подборе площадок, инвестиционных площадок, где они могли бы разместить свое производство и где бы у них было гарантированное обеспечение сырьем, опилками, щепой, ну, или горбылем, любыми древесными отходами. Кроме этого, также мы оказываем консультации по поводу технологий, по поводу оборудования. Далее, уже собственно, если человек начал производить биотопливо, в Республике Коми биотопливо попало в виды топлива, которые субсидируются при поставках населению. То есть это является такой формой поддержки бизнеса. То есть как раньше можно было частично дрова, да, также сейчас можно, понятно? Да, то есть люди, которые покупают брикеты в сельской местности, они платят не рыночную стоимость, а социальную, так скажем, стоимость, да, а эту разницу между дельту оплачивает бюджет Республики Коми уже предпринимателю. Такая форма поддержки. Кроме того, мы формируем рынок сбыта в коммунальной энергетике. Этим занимается Коми тепловая компания. У нее есть план, согласно которому она все угольные котельные в лесных муниципалитетах собирается и перевести на брикеты. И это будет являться очень мощной поддержкой для нашего лесного бизнеса. Ну вот предыдущий эксперт Владимир Осипов говорил о том, что понимание в Европе, что это доходное производство, уже есть. Вот в нашей республике, я так понимаю, оно только приходит. Вот что вы делаете, как объясняете, что на этом можно зарабатывать? Фактически регулярно каждый год у нас проходят семинары производителей оборудования. Вот буквально 2 недели назад в Республику Коми мы организовали визит очень представительный итальянских, немецких, финских компаний, которые рассказывали о своих технологиях. Это все было организовано в администрации главы Республики Коми, и круг участников был очень обширный, многие компании заинтересовались. То есть, и опять же, конечно, популяризация. То есть работать зачастую даже в ручном режиме, когда мы с людьми на предприятиях общаемся, объясняем, возим их на другое предприятие, где получилось, рассказываем об этом опыте. Вот. То есть не так ведь много у нас крупных лесных предприятий. И мы их все знаем наперечет. Так что вот работа в ручном режиме. Адресная получается. Да, адресная. Понятно, что у крупных производителей биотоплива, тех, у кого есть выход на российский и европейский рынок, проблем с реализацией нет. А вот небольшие пилетные заводы в Коми испытывают реальные проблемы со сбытом. Понятно, что они сезонные, было холодно, стало жарко, топить меньше надо дома. Но хлопот добавляют и вопросы с сырьем. Как говорят предприниматели, которые занимаются пилетами и брикетами, сегодня им приходится платить за опилки, хотя еще в прошлом году их привозили бесплатно. Самая главная проблема – сырье. Никто не хочет перевозить. По идее, это все должно идти на свалку. И за свалку они должны деньги оплатить. А мы принимаем бесплатно, чтобы перерабатывать это.
но люди что-то не хотят бесплатно. Возят на свалку. Деньги платят, к нам бесплатно никто не хочет. Вот почему появилась такая дилемма? Было так, стало так, что изменилось? Ну, вот этого предпринимателя, Натика Солонановича, я знаю лично, и знаю эту проблему. Его производство располагается в городе Сыктывкаре. И тут очень много зависит от активной позиции местных властей, от муниципалитета. Например, в том же Усть-Куломском районе удалось администрации договориться, чтобы те предприниматели, у которых генерируются вот эти древесные отходы, они свозили их в одно место, на специально оборудованную площадку, уже рядом с которой был создан бизнес по производству топливных брикетов. Есть же такие начинания и в Каткировском районе. Ну вот я надеюсь, что администрация города Сыктывкара подключится к этой проблеме, и мы сможем помочь Натику Солановичу. Ну, а в принципе, это, конечно же, еще и риски, да, которые несет бизнес. Конечно, да, когда открывается пеллетное производство, либо брикетное, и рядом есть компании, которые возили к нему древесные отходы, они сначала говорят, мы привезем бесплатно, лишь бы вы у нас забрали. Но потом, когда видят, что это успешный бизнес, они назначают определенную цену за свои отходы. И... То есть бизнес становится бизнесом. Да. А если вернуться к крупным масштабам, каковы шансы нашей республики вот выйти на европейский, мировой, может быть, рынок в этом плане? У нашей республики довольно хорошие перспективы, в первую очередь потому, что у нас много сырья. К сожалению, мы далеко расположены от внешних рынков, мы не так близко к границе Евросоюза, как, допустим, Ленобласть, либо Республика Карелия. Но в прошлом году Минпромторг Российской Федерации ввел специальную субсидию для тех, кто экспортирует биотопливо, в частности, пеллеты в Евросоюз, ну или на любой другой внешний рынок. И одно предприятие у нас уже оформляет эту субсидию, другое предприятие тоже поставляет в Евросоюз. Я надеюсь, что у нас с этой субсидией, которая помогает вернуть до 80% затраченных средств на транспортировку, перспективы будут очень хорошие. Расширять будем свои позиции. К вопросу о потребителях биотоплива. Детские сады, дома культуры, школы в муниципалитетах медленно, но верно переводятся с электроотопления на отопление пеллетами. Один из примеров – Сысольский район. Ну, значит, у нас были построены два объекта на территории Сысольского района. Это один объект, детский садик в поселке Первомайский. Там изначально у нас планировалась пеллетная котельная, использующая пеллеты для отопления помещений. И второй объект – это в ходе реконструкции средней общеобразовательной школы в селе Пыелдино. Тоже в ходе реконструкции мы установили там пеллетный котел модульный. И сегодня тоже данное здание отапливается пеллетами. Если по Первомайску у нас вопрос не стоял, так сложно, что не было центрального отопления. У нас есть там центральная котельная у Коми-тепловой компании, но в связи с тем, что необходимо было строить очень протяженные сети отопления, вот там тоже мы поставили модульную котельную. А в селе Пыелдино там вообще не было у нас центрального отопления. Последние годы у нас здание школы отапливалось электричеством. Но сегодня, вот, исходя из того, что посчитали мы экономику, да, где-то в 3 раза у нас сократились затраты на коммунальные расходы. Потому что вот в Пыелдино, я еще раз повторюсь, что у нас было отопление на электричестве, вот где-то мы платили порядка, наверное, 1,5 миллиона в год. У нас уходило на отопление. Сегодня по сезону отопительному 17-18 год у нас составило порядка 600 тысяч всего ушло средств на приобретение пеллетов. Вот такие радующие цифры. Но вот если объем производства растет, количество предприятий, которые перерабатывают, производят биотопливо, появляется, увеличивается. А можно сказать, что в республике растет и рынок потребления? Вот если говорить, например, о муниципальных каких-то строениях, все больше или держится все на уровне? Вы абсолютно правы. Такие районы, как Каткировский, которые переводят свои садики, школы, дома культуры на отопление пеллетами, Сысольский район. Сейчас и другие районы занимаются такими работами. Они тоже формируют спрос на пеллеты. Частные домовладельцы, когда они строят свои новые дома, они уже зачастую рассматривают пеллетный котел в
качестве альтернативы, допустим, газовому. Потому что, конечно, отопление газом, оно дешевле. Но на самом деле очень дорого подвести зачастую. Да? Существуют еще административные какие-то бюрократические вопросы. Покупая пеллетный котел, вы абсолютно независимы. Вот. Ну и брикеты покупают не только ведь те, кто новые дома строят, да, а те, кто уже так и так свои деревенские избы топит дровами, предпочитают комфорт и покупают брикеты и формируют спрос. На вновь создаваемых социальных объектах сразу устанавливаются пеллетные котлы, что существенно снижает расходы на отопление и позволяет автоматизировать процесс. Конечно, и частные дома, как мы сказали, не только социальные объекты, переходят на использование брикетов и гранул. Этого котла мощностью 24 киловатта хватает на наш отопительный сезон. Я имею в виду наши перепады температур зимой до 40 градусов. Если взять частный дом площадью 100 квадратных метров, в котором установлен пеллетный котел, то выгода использования биотоплива существенная. Отапливать такой дом дровами дороже в среднем на 27%, углем на 73%. А если сравнивать с электричеством, то пеллеты выгоднее более чем в 3 раза. У пеллет выигрывает только лишь природный газ. Но, к сожалению, он подведен далеко не ко всем населенным пунктам. А там, где он есть, подключение к сетям сложно технологически и административно. К тому же цена на газ быстро растет. Чем хороши пеллеты? Во-первых, чистота. Никакой пыли, ничего, маленькая зольность, ни пыли, ничего, удобно. Засыпал мешок пеллет в бункер, подается пеллеты по шнеку и в топку. Все на автомате происходит. Дозируется автоматически. То есть наличие пеллет в горелке, мы туда даже как бы не заглядываем. Брикеты дают жара больше, чем дрова. Дрова быстро сгорают, пеллеты, то есть они тлеют. Вот. И, соответственно, жара больше. Мы чистим котел где-то через день мы чистим, а на дровах мы каждый день чистим котел. Очень много золы уходит. До нас дозвонился телезритель, мы приветствуем вас. Добрый вечер. Слушаем ваш вопрос. Подскажите, а сколько стоит котел? Окупится ли, дорого ли это? Может, просто переделать печку? Спасибо. Спасибо большое. Дорог ли котел? Ну, на самом деле, такой же вопрос, как сколько стоит автомобиль. Они бывают просто разные очень по мощности, по опциям. Но дешевле, чем за 80 тысяч рублей вы котел не купите. Но хороший котел с автоматизацией, с подачей автоматической, с авторозжигом, он где-то стоит 120 тысяч рублей. Мы вкратце так коснулись. Я так понимаю, что в обычной печи тоже можно пользоваться? В обычной печи можно сжигать брикеты, а пеллеты можно сжечь только в специальном пеллетном котле. А если все-таки порассуждать, вот когда наша республика станет по-настоящему современным в плане биоэнергетики? Вот что будет показателем? Большое количество производства или, может быть, большое количество потребления? Самое главное не количество производства, а чтобы на каждом крупном лесопильном деревообрабатывающем предприятии было свое производство пеллет или брикетов, чтобы они перерабатывали свои отходы, не выбрасывали их куда-то, не вывозили или не отдавали даже на сторону. Это во-первых. И чтобы в каждом лесном муниципалитете было тоже свое маленькое брикетное производство, чтобы мы помогали нашей коми-тепловой компании и обеспечивали нужды местного населения. Спасибо большое, что пришли в студию. Всего доброго. Пожалуйста. В нашей республике просто необходимо использовать такой ресурс зеленого золота по максимуму, превратить лесную промышленность в безотходное производство. Хорошо, что есть такие возможности, и уверенные шаги в этом направлении делаются. Отходы можно превратить в доходы. Это были детали дня. Кстати, Юрген теперь в Триколор ТВ. До встречи.